Здоров, братва! На моем канале я покажу вам, что такое зона. Мой канал не про песни и танцы, не про кошечек и собак. Мой канал про зону, про кровь и страх. А их в этом месте, к сожалению, очень много. Я не смогу показать вам все. Я покажу лишь часть интересных и в то же время жутких моментов. Моментов, мимо которых нельзя пройти. Вы увидите все моими глазами. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Кто может помочь проекту, реквизиты в описании. Также подписывайтесь на мой второй канал, там уже интересно. Обычная колония, неважно какого режима. Ноябрь еще не кончился, но осужденные думают на месяц вперед. На первом месте, как всегда, разговоры о неминуемой масштабной амнистии. В наступающем году обязательно будет много круглых дат, которым удачно объявят скачуху. Находится немало фантазеров, уверяющих, что они собственными глазами видели указ или на худой конец его проект. Но в эти беседы закрадывается тема о том, как достойно встретить праздник, чтобы потом было счастье. Самые предусмотрительные начинают добывать и прятать спиртное. Кто победнее, ставит брагу или гонит самогон. Более зажиточные покупают водку, коньяк и шампанское у зэков барыг, принимают перебросы через забор от знакомых и родственников, подкупают сотрудников, чтобы они занесли пойло через вахту или завезли на машине с продуктами. Перед самим праздником это будет сделать уже гораздо труднее и дороже. Силы воли хватает не у всех. Мужики, обвиняя в своей слабости стресс, извлекают пойло из тайников и начинают бухать на буднях. Блатные активисты, сотрудники, смотря кто рулит в зоне, постоянно напоминают, что алкашей-дебоширов ждет суровая расплата. По понятиям, если ты не трезвый затеял скандал, даже если ты прав, все равно ломают, утихомирят сразу. А после того, как протрезвеешь, потянут на сходняк, где приговорят к избиению или калечению. Это если ты прикипишь и за нож или палку схватился, или ударил кого. Козлы могут поступить еще более жестко. Их понятия не связывают, всем рулит беспредел. Сотрудники, если остаканился и завелся, в отношении их кинут в ШИЗО. Потом отобьют все сиделище дубиналом. Зэки об этом знают и боятся, когда трезвы. Но когда забухают, ретивая берет свое. Так что скандалы и разборки в декабре учащаются. Как следствие, накануне праздника начальник вводит усиление. Начинаются частые обыски, вплоть до вскрывания полов в бараках и перерывания всех сугробов колонии. Числа с 15 декабря свою лепту в общий бедолам вносят родственники сидельцев. Все вспоминают о своих сыновьях, мужах, братьях, друзьях, шлют им посылки, бандероли и привозят передачи. Ближайшая почта и так перегружена, а тут еще зона добавляет хлопот. Хозяин не каждый день выделяет транспорт для поставки посылок. Они скапливаются на почте. Потом в огромном количестве ящики и пакеты привозят в колонию. Комната передач работает допоздна, но не успевает все выдать. Каждую дачку надо тщательно обшмонать. Именно перед Новым годом учащаются попытки переслать запрет. В вареньях, конфетах, сухом молоке, зубной пасте находят анашу, героин или психотропные таблетки. Спирт вливают в арбузы и мандарины, пропитывают маковым отваром носовые платки, носки, трусы. В общем, выдающие передачи прощупывают все вещи, мелко режут все продукты, просеивают каждую крупинку. Чтобы не остаться без праздничного угощения, не получивши дачку, берут в долг у более зажиточных сидельцев. В январе пополняются ряды фуфлыжников, не вернувших долг.
том числе из-за того, что посылки приходят с опозданием или испорченные. Наконец наступает 31 декабря. С самого утра в отрядах начинается активное движение. Зэки стряпают закусь, готовят торт, потом выносят его замерзнуть в снег. Прибегают инспектора и перерывают прикопанные пакеты, тыкают их щупами, пробуют на зуб кондитерские изделия, не пропитано ли оно алкоголем. У зажиточных и оборотистых уголовников ассортимент закусок не отличается от вольного. Присутствуют салат оливье, селедка под шубой, мандарины. Плохо тем, кто спит на втором ярусе, над блатными и наглыми. Им не посидеть в спальном проходе. Если таких не пригласят к простым мужикам в гости, одна дорога в комнату воспитательной работы. Попросту в телевизионку. Там неимущим с общака выдают чай и конфеты, чтобы чифернули по-человечески. На поверке начальник вылезает на трибуну, поздравляет спецконтингент, желает скорейшего освобождения. Если в декабре по пьяни никто из зэков не убил и не покалечил сотрудников, а разрешает пить спиртное, только не до поросячьего визга. Еще раз предупреждают, что скандалистов будут жестко карать, чтоб не мешали отдыхать осужденным и работать сотрудникам. Последние типа тоже люди. После разрешения начальника можно спокойно извлечь припрятанное спиртное. Все удивляются, как сколько декалитров пойла уберегли от многочисленных обысков в таком ограниченном пространстве. В спальных проходах и коптерках накрывают столы и табуретки. Все запасы жратвы вываливают на стол. Ближе к полуночи начинается движуха. Зона напоминает вертеп. Трезвых почти не остается. Зажиточные упиваются и на халяву угощают неимущих. В спальных секциях танцуют петухи, переодетые в снегурочек. В одном углу радуются и орут от счастья, в другом бьют гостя за то, что некрасиво себя ведет или чавкает и всех посылает. К сушилке стоит очередь из сексуальных сострадальцев. Среди сохнущей обуви, носков из стиранного белья, смазливый петух делает миньет и подставляет зад. Нетрезвые мужики не могут быстро кончить. Очередь негодует и волнуется. Здесь тоже вспыхивают ссоры и драки. Блатные устали успокаивать народ, хотя они и сами себя не всегда контролировать могут. Запрещенные мобильники раскалились. Зэки звонят родственникам и знакомым. На небольшом пространстве суются 1500 пьяных мужиков с тяжелым прошлым. Большинство психически неуравновешены, почти все рецидивисты. Беда этой колонии в том, что в ней сохранилось вредное производство. На промке делают лакера для машин, для чего используют отвердитель. Алкашня бодяжит его с водой и принимает вовнутрь. В другой цех завозят 200-литровые бочки клея БФ. Если в бочку с таким клеем засунуть вращающее сверло, оно соберет на себя всю гадость. Останется дурно пахнущий спирт. Но любой спирт противно воняет. Народ его потребляет с удовольствием. Из-за такого плохого спирта пьяных очень много. Постепенно начинает заполняться санчасть. Диагнозы пострадавших похожи. Переломы челюсти, носа, разбитые головы, редко ножевые ранения. В неволе редко удается помахать кулаками. Все споры решаются через смотрящих. Если ударить человека и не обосновать, что ты прав, сам пострадаешь на сходнике. После драки в секции переломаны все тумбочки и табуретки. Нары железные, но они тоже покорежены. Вторые ярусы упали, некоторые погнулись. Стекла выбиты, двери сорваны. Кот, попавший под ноги, затоптан. Его, конечно, особенно жалко. Драка сходит на нет сама собой. Слишком многие не могут встать. В колонии хватает и спортсменов. Они в меньшинстве,
отметелили массу мужиков. Мы с другом решаем пойти в гости в другой барак. В этом уже даже присесть не на что. Да и закуска с пойлом вся по полу, вперемешку с кровью и раздавленным котом. К 2 ночи сотрудники запираются в дежурке. Все равно уже ничего не контролируют. Локалки открыты. Промзона тоже. Уголовники ходят по гостям, по пути подбирая упавших на улице, если, конечно, они одной масти. Самые упоротые не ложатся всю ночь. Надоевших своими движениями успокаивают товарищи. Кому не доходит через голову, стучат в печень. Тишина наступает часам к 6. Спальные секции напоминают ледовое побоище после его окончания. У блатных еще ничего, элита себя всегда контролирует, а у мужиков и чертей все намного запущеннее.